Вопрос задает Мария. Ну, любовь в течение полгода. Какие события? Может быть, и получится на весь год тоже смотреть, но я всегда стараюсь не так далеко идти, потому что всякого может случиться. Мы один шаг сделаем налево, и уже меняется полностью наш будущее. Один шаг сделаем направо, и меняется совершенно в другую сторону. Поэтому каждый раз мы сами кузнецы своего счастья. Но как события, которые уже запрограммированы, которые пока идет как торможение в машине. Знаете, вот тормозилась, она еще идет по инерсию. Вот как события, которые уже сейчас идут по инерсию, можно посмотреть. Может быть, и будет ваш знакомый, который вы задали вопрос до этого, потому что это и есть уточняющий вопрос. Но думаю, что он, если придет, то, конечно, не стоит сильно там заняться им, потому что он идет с несерьезными намерениями. А вы, если хотите серьезными намерениями, то нужно идти уже более серьезно. Но с более серьезными парнями. Так что посмотрим дальше. Что вас ожидает в 2021 году в любовном фронте? Ну, боюсь, что он может появиться у вас где-то в ближайшее время, но все равно все закончится обманом. Хитрость, обман, предательство. Стоит у нас карта Паш мечей. Как личность, как события, которые могут приходить к вам в ближайшее время. У нас еще стоит карта одиночества. В ближайшие тоже 2-3 месяца у вас как чувство одиночества, даже если он появится, то оно не покинет вас. Как будто вы знаете, что он может в любой момент уходить, но это вы будете сразу чувствовать. Поэтому я бы сказал, что до марта месяца у вас с напряженкой. Хоть и будут моменты, что вы чувствуете себя уверенно с новым человеком, или человек, который придет, или тот человек, который у вас был до этого, потому что мне кажется, что вы можете его простить. Не советую, но можете. То ли простить, то ли принимать его обратно. Не обязательно простить. Может быть, он вам ничего плохого не сделает. Лучший вариант стоит уже в конце июнь месяца. Стоит мужчина, который идет к вам. Он падает как маг, как человек, специалист своего области, и который пытается бороться с вами. То есть он пытается идти вперед и хочет быть с вами, радоваться вами или сделать вас счастливым. Именно вот этот период, аж все лето, получается июнь, август, ой, как это, ну да, июнь, июль, август, сентябрь. Именно вот этот период идет для вас очень хороший. До этого все-таки стоит карта инфантильность или ошибки, которые вы примете, будете их делать, принимать и потом просто после этого учиться, какие там лучше парни и какие не очень хорошие. Что у нас еще? Ну, это все первый аж где-то 5 месяцев, 4-5 месяцев у вас будет вот эта ситуация идти колебляться. То есть то выше, то ниже, то хорошо с парнями, то не очень. Начинается плохо с парнями, февраль месяц может идти как-то приятно, может быть, потому что вы ожидаете кого-то, ожидаете этого парня, или он появится, тогда вы вроде бы как будете чувствовать себя хорошо, что вы встретите день влюбленности вместе с кем-то, но человек и стоит как хитрость, обман, предательство. Поэтому вы то ли осознаете эту ошибку, то ли вы осознаете его ошибку тоже, то ли вы осознаете, что он просто не для вас. Чуть-чуть дальше, конечно, но я уже сказал, что уже после пятого и до 9 месяца стоит у вас вроде бы как неплохо. Праздник, веселье, яркость событий. Но потом начинается какой-то качели тоже вокруг этого. И стоит как карта проигрыш. Проигрыш в любви может быть расставание. Но это расставание не значит, что вы, как это, уже расстались, он пропал, как этот, который у вас сейчас есть. Я думаю, что вам нужно будет просто как-то, проработать эту ситуацию, определиться с этим человеком, меньше кричать, меньше орать, меньше показать свой характер, меньше как-то вот тянуться на что-то. И тогда
вы сможете договориться идти дальше до следующего года вместе с ним. Пока могу гарантировать, что первые полгода, это потом, да, первые полгода у вас может появиться кто-то из прошлого, который хочет, ну, который все-таки может вам делать больно. Поэтому я бы вам не советовал никого из прошлого не принимать. Ждите нового человека. Неважно, если он появится в марте месяц или в апрель месяц, это не проблема. Просто не повторите эти ошибки, потому что так, как сейчас идет, как я уже сказал, по инерцию, да, то вы как будто будете повторять то же самые ошибки. Но если машина стукнула, то может подушка безопасности откроется. Это и есть мой совет. И тогда вы все это не повторите. Понимаете? Поэтому в данный момент просто как эта подушка, будете как подушка безопасности, принимаете совет. Сейчас просто попытайтесь забыть этого парня, который у вас был недавно, и не давать ему никакой шанс, потому что от него польза никакого. А потом уже появится другой человек. Ищите новых парней. И старых не возвращайте. Просто это тоже как дополнительный совет для вас. Не вернитесь назад к старым парням. Что у нас еще? И стоит мужчина, ну, первые полгода, как я говорю, мужчина, который хочет сделать вас счастливее. И вполне вероятно, до августа месяц будет вас делать счастливее. Почти до сентября. Можно говорить тоже так. Сентябрь тоже включено. А уже дальше, после этого, может быть ссора, может быть какая-то тяжба, может быть какое-то событие не очень приятное для вас. Или опять по-детскому, потому что это есть все-таки еще одну линию с этим, опять карта дурака. По-детскому, по какой-то детская причина, допустим, дергал вас за хвостик, а вы уже на это обиделись. Как он мог, если он меня так любит? И какой-то, ну, простой причины. Я бы сказал, что очень просто, что можно просто договориться и еще продолжать уже в декабре месяц пойти дальше. До этого октябрь, ноябрь стоит у вас напряженный, как будто вы не проработали эту ситуацию, ну, допустим, да, он выпил и что-то сказал на пьяную голову. Вы обиделись, ходите обиженные, не говорите ему об этом. Он думает, что вы уже все забыли, а вы все это держите в голове, держите, потом сорветесь уже в ноябре месяце. Сорвет, он тоже сорвется, скажет, ну как можно на такие вещи обидеться, там я же пьяный был или что, ну по-детскому. И после этого, если вы не пройдете это испытание, то можете не договориться с ним. Хотя я думаю, что вы сумеете все-таки перевернуть эту карту. Это договоренность между двумя личностями. Не слушайте никого, слушайте только ваше сердце и принимите решение, которое вашего сердца хочет вместе с этим новым мужчиной. А так, в принципе, все, Мария. Будут у вас вопросы, обращайтесь.